Эфир нашего телеканала продолжит программа «Актуальное интервью» в студии Иван Лазаренко. Около 5000 подростков в этом году нашли работу с помощью центров занятости региона. Большая часть подростков трудились во время каникул, но и в остальное время они также могут работать, особенно те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. С какого возраста могут работать дети, сколько часов в день и сколько могут заработать? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это Савва Михайлов, заместитель председателя Государственного комитета Республики по занятости населения. Савва Анатольевич, здравствуйте, я вас приветствую. Добрый день. Ну, давайте, наверное, с самого главного начнем. Расскажите, как в этом году у нас в республике была организована летняя занятость несовершеннолетних детей? В рамках госпрограммы содействия занятости мы каждый год проводим такую кампанию летнюю по занятости несовершеннолетних. Да? Если, например, в 2020 году мы трудоустроили более 3800 детей, в прошлом году около 4,5, в этом году у нас план 5300. До сих пор работают. Именно на сегодня мы трудоустроили уже более 5000 человек. Это в основном подростки 15, 16, 17 лет. Ну вот, насколько я знаю, раньше была возможность детям работать только во время каникул, в каникулярное время, но оказывается, что работа предоставляется не только в летнее время, но и в течение всего года. Вот давайте поподробнее о условиях труда, какие они должны быть со стороны работодателя, для школьников или тех, кто не... По летней занятости, у нас две категории, 14-15 лет. 14 мы обязательно должны получить разрешение от законного представителя, 14-15, а 16-17 это уже желание самого подростка. Если он желает работать, то не обязательно разрешение, он может сам подойти в центр занятости и говорить, что желаю работать. Да? И тоже по двум категориям там разные времена. 14-15 лет это не более 4 часов работы, а 16 и 17 это не более 6 часов работы. И у нас в городе Якутске, например, в основном работает это уборка территории, цветоводство, помощники продавцов. Да? Тоже большой физической нагрузки не должно быть для детей, в первую очередь. И, конечно, контингент мы в первую очередь приоритетно берем из многодетных семей, из малообеспеченных семей. Очень хорошо сотрудничаем с органами правопорядка. Те ребята, которые состоят в профилактических учетах, там вне очереди мы сразу берем, чтобы они летом занимались, работали и нашли друзей, какой-то досуг был. Поэтому это даже, не просто работа, во-первых, это досуг, свободное время, общение. И главное, это дети с малых лет уже привыкают, откуда найти. Откуда это, как говорится, зарплату получаем, каким образом получаем. Например, если это малообеспеченная семья, это очень хорошее подспорье. Да. Сами покупают школьные принадлежности и сами приобретают все, что необходимое для школьного сезона. Вы действительно, у нас упор делается, конечно, на июнь и июль, и август, но есть, например, в Нерюнгри сегодня работают более 20 детей именно в сентябре. То есть в сентябре... там отряд мэра вот этот представляет. Да, и это внеучебное время, скажем. Вот, опять же, про учебное и внеучебное время, вы говорите, 16-17 лет, уже подростки имеют право, сами изъявлять желание работать. Как в этом случае регулируется, скажем так, их посещение образовательных учреждений, то есть как-то строго во внеучебное время, кто это контролирует, самое главное, и если работодатель, допустим, привлек подростка, может быть, зарплатой какой-то, может, как-то уговорил, и ребенок начинает прогуливать, грубо говоря, школу, то что может грозить? Очень сильно контролируется надзорными органами. В целом, то, что программа летняя кампания занятости очень сильно контролируется надзорными органами прокуратуры. Поэтому здесь работодателям четко и ясно даем понять, что если, например, в учебное время, они не должны пропускать. И вот как раз можно сразу говорить о зарплате, о заработной плате. Здесь тоже идет по категориям. Есть, например, работодатель платит не ниже МРОТ. Если у нас в целом это 22 тысячи рублей. Плюс мы доплачиваем около 7 тысяч рублей, это как материальная поддержка. То есть ребенок
работая, да, например, в месяц, может получить около 20, 30, да, около да, 30 от тысяч. 27 до 30 тысяч рублей. Это очень хорошая зарплата, да. И у нас еще вот уникальность проявляется, вот аналогов мы не наблюдали нигде, да. У нас около 115 детей работали в оленеводческих бригадах. Ну, там не 2 месяца, да, или 1 месяц, Но там в же городе сезонная Якутске. какая-то, Там больше- уже больше. 3 месяца. То есть посчитайте, 3 месяца отработал 16-летний ребенок, да, и получает уже как бы около 90 тысяч рублей. Это очень хорошая поддержка, и тем более он не теряет свои как бы традиционный быт, да, культуру. И, ну, как правило, это семейные же, родовые, да, поэтому и для своих оленеводов то, что вот их дети, у них же в хозяйстве работают и еще вот получают зарплаты, это очень хорошая поддержка. Но еще и учитывая то, что эти 3 месяца, их, грубо говоря, эти деньги некуда потратить. И Да. сразу за 3 месяца можно получить, в принципе, Конечно. весьма солидную сумму даже для взрослого Да, человека. да. Ну вот вы упомянули несколько профессий, которым допускается к работе подростки. Чуть поподробнее. Чем они могут заниматься и какие, скажем так, наиболее востребованные среди вот молодого поколения профессии и виды работы? Ага, ну мы помним, да, 10 лет назад, 15 лет назад здесь по городу чистили, да, Да, волонтеры, да, причем замечательная да. штука была. Нет, тут тоже хорошо, да, но у нас в основном это, если смотреть районы, да, в Мирнинском районе в основном дети работали вот этих садоводческих, огороднических хозяйствах, то есть пришкольных хозяйствах, да. Например, в Нерингеле они работали в Колмар, трудоустроил детей, да, там разные специальности, начиная от уборщиков, ну, то есть тоже именно для детей не пыльная работа, Ну, скажем. низкоквалифицированный да, труд, да. не требующий. А в ЖДЯ, высокого например, трудоустроили тоже детей, там помощники бортпроводников даже было, помощники, вот этот, привокзальные работники, то есть везде специфика разная. Например, в сельских местностях это агропромышленных районах, сами знаете, Да, уже это там работа в сенокос, в хозяйстве, основном, да, да, сенокос, хозяйство и все остальное. А в городе Якутске и вот в больших городах это, как уже отметил, они обслуживают парки, обслуживают вот этот, ну, ухаживают за состоянием памятников, вот в таком ракурсе работы, формате. Есть в Якутске, например, несколько компаний, они брали работников как помощника продавцов. Одна вот мебельная компания, ну, конечно, название не будем упоминать, они очень хорошо передумали. Взяли около 20 детей и для них открыли вот гаражный бокс, ну, гаражная скидка. Называется вот этот... Ну, как гаражная распродажа. Да, вот распродажа. что-то такое. И сказали, дети, сами займитесь. Да. Мы там посетили, дети с удовольствием там работают, говорят, мы еще дополнительно, вот плюс то, что вы нам даете, 7 тысяч, да, плюс, например, вот около Нижемрод дает зарплату, они еще обеспечат обедом и проездом. Поэтому от работодателей мы тоже будем по итогам летней кампании посмотреть, лучших работодателей обязательно отметим. И ну, хорошо, что вот Якутия-24, НВК в целом очень хорошо вы рассказали, поэтому очень много работодателей заинтересованы уже в следующем году, уже планируют наших детей взять, например, в тех же туристических компаниях или в сфере услуг. Но вот те цифры, которые вы назвали в начале беседы, позволяют, скажем так, надеяться, что вот эта тенденция по желанию подростков, она с каждым годом будет все больше, больше, Да, больше и больше. Угу. Но вот давайте чуть уточним, все-таки в каком возрасте дети более охотно соглашаются на вот такой вид, скажем так, летнего времяпрепровождения? Все-таки это детишки помладше или все-таки уже взрослые, там 16-17 лет? 16 лет, все-таки больше. То есть им уже и разрешение родителей не нужно, Да, захотел, да. нужны деньги, я пойду Да. работать. Ну, есть 14-летние, и еще хорошая тенденция есть, да, дети, которые в прошлом году работали, в этом году тоже продолжают. И мне кажется, в следующем году они тоже придут сразу после школы, в июне скажут, запишите, пожалуйста, в этой летней кампании. И родители, которые вот сейчас нас смотрят, мне кажется, вот у моей дочки 13 лет, вот Уже хочет, но нельзя уже еще, говорит, да? я поговорю, пока нельзя, в следующем году давай запишись, говорю.
Но вот вы упомянули о том, что с каждым годом, как бы, ну, помимо того, что и детей, желающих работать, становится все больше, то и предприятия, ну, все более охотно идут навстречу такому, как бы, скажем, трудоустройству. Но все-таки вот, ну, в целом по республике, давайте вот попробуем какой-то срез сделать. Предприятия какого характера, какой формы собственности, ну, что это промышленные, сельскохозяйственные, нет, вот каких больше, каких меньше, кто больше заинтересован в таком труде в детском? Сфера услуг, коммерческие организации, в первую очередь. Второе – это муниципальные учреждения. И в третье – это сельхозорганизации. Да? У нас в целом по поручению главы республики, и в целом наша республиканская вот такая политика идет, дети должны летом чем-нибудь быть заняты. Или работой, или лагерем, или оздоровлением, или другим. Но не должно быть, чтобы мы детей оставили без досуга, без занятости. Да? Поэтому все здесь министерства, да? Министерство образования, это лагеря, Министерство труда и реабилитации, Госкомитет – это трудоустройство. То есть мы все в этом году, ну, итог пока рано, конечно, мы только завершим, да? Где-то в октябре только первые итоги пойдут, но в этом году охват у нас хороший. Потому что это в первую очередь профилактика. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Да? Здесь у нас межвед очень хорошо работает. Поэтому если мы не будем занимать детей, да, если мы не будем, как и родители, и школы не будем знать, где дети находятся. Да? Ну, это многим да, чревато, в принципе. Да, поэтому это опасно. Поэтому, из-за этого мы вот ведем такую, скажем, работу, да, и вплоть до, скажем, персонифицированно. Вот школу берем, 100 детей, где они находятся. Вот из-за этого вот контроль идет очень большой. И я надеюсь, что и в следующем году мы каждым годом это будем улучшать, потому что также говорим, что вот правонарушения со стороны детей, да, немножко, ну, к сожалению, есть, все равно есть, да. Все равно есть, но ситуацию мы держим, и мы должны это улучшать. Улучшать будем именно занятостью. Ну вот, я думаю, что те цифры, которые озвучили вы, это как минимум зарплата в размере там, 22 тысячи с копеечками, да? Может быть, тех детей, которые нас сейчас смотрят, сподвигнут на то, чтобы свой досуг в следующем году, хотя бы летом, может быть, каким-то образом так сделать. Ваши пожелания, ваши обращения, как, куда можно обращаться, где искать вакансии и как найти, да, скажем, у нас занятия? цифровизация идет большим темпом, поэтому у нас есть «Работа в России» портал, да? Там можно войти, зарегистрироваться. Вот, у кого паспорт, уже 14 лет можно зарегистрироваться, посмотреть, какие вакансии есть, где можно обучаться. Например, у нас 17-18 лет тоже те, которые не имеют компетенции, могут тоже пройти какие-то обучения. Естественно, бесплатно. Да, поэтому и сегодня вот как раз воспользуюсь моментом, в торговых рядах Куржала идет 4-я ярмарка вакансий для молодежи, и в том числе и для подростков. Около 4000 вакансий от 60 работодателей, 15 отраслей. В течение дня всех горожан приглашаем принять активное участие. Отличные новости. Сава Анатольевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Но о трудоустройстве подростков мы говорили с нашим гостем, заместителем председателя Государственного комитета республики по занятости населения Савой Михайловым. До встречи в эфире.